В 8-й раз Международная летняя школа «Учитель года» открывает свои двери для обмена педагогическим опытом между учителями из России и Абхазии. В отличие от предыдущих 7 школ, когда в программе участвовали только педагоги, в этом году впервые присоединились школьники из 29 регионов России. Они займутся полевыми исследованиями, практиками и проектами, направленными на реализацию практикоориентированного обучения. В течение 2 недель каждый школьник примет участие в 20 различных программах, а завершит образовательный процесс научно-практическая конференция. На ней будут представлены результаты исследований, таких как анализ качества воздуха и воды в Абхазии, изучение минералов, почвы и климатических факторов, а также других особенностей окружающей среды. Я впервые приехала в Абхазию, но до этого очень много слышала про этот чудесный край. Мои друзья сюда ездили с родителями и в отпуск, показывали мне прекрасные фотографии, и я давно хотела посетить его. А здесь мне представилась такая невероятная возможность сделать это еще и в образовательной поездке, поэтому я очень жду новых впечатлений, познакомиться с культурой и природой этого невероятного места. Я уже видела город Гагры, меня безумно впечатлили виды гор и моря. Мне кажется, самое прекрасное сочетание, которое может быть для человека. Поэтому я думаю, эта поездка принесет очень много положительных эмоций, впечатлений, и мы вернемся сюда еще с семьей. Параллельно с программой для школьников пройдет встреча российских и абхазских учителей для обсуждения образовательных практик. Программа включает в себя 3-дневный форум, на который съедутся педагоги из различных районов Абхазии. Уже 8 июля пройдет День химии и биологии. Через 2 дня ожидается приезд группы учителей физики и математики для участия в мастер-классах. Я благодарю от души Республику Абхазия за такой теплый прием. Мы видим, как нас ждали, как готовились к нашему приезду. И это дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас принимать участие во всех событиях, которые проходят на территории Российской Федерации в рамках движения «Учитель года», когда лидеры образования Российской Федерации делятся своим опытом. Мы приглашаем ваших педагогов, мы приглашаем ваших детей, потому что у нас есть целая циклограмма мероприятий, которая в течение всего года позволяет нашим педагогам учиться друг у друга, перенимать лучшие методики и практики. Директор Гагрского лицея-интерната Лиана Пилия пожелала всем плодотворной работы. Я очень рада, что столь значимое событие, мероприятие проводится в стенах нашей школы. Я хочу поблагодарить Министерство просвещения Абхазии в лице Ханы Владимировны Гумба за оказанную помощь в организации столь значимого мероприятия. Хочу пожелать всем нам, чтобы летняя школа жила, чтобы мы обменивались опытом. Участие в таком мероприятии позволяет учителям обновить свои педагогические подходы и методики, а школьникам приобрести ценные навыки работы в команде, научиться проектному мышлению и исследовательской работе. Вся работа будет происходить вот здесь, в Цандрыпше. Часть практики будет проходить в учебных кабинетах лицея-интерната Гагрского, а часть будет происходить прямо на природных объектах. То есть мы будем на берегу моря проводить исследования, вот в прибрежной зоне, изучать растительность, окружающую нас действительность. И в конце расскажем, что мы успели узнать. Большая работа была проведена для того, чтобы принять очень такую большую группу, у нас 250 с лишним человек, для того, чтобы разместить их в общежитии, подготовить учебный корпус. Как бы мы видим, сделан ремонт, вложены значительные материальные средства. Нас очень гостеприимно и дружелюбно принимают. Мы уже переисполнены благодарности, хотя здесь находимся всего 1 день. Интернат, принимающий сегодня участников летней школы, на протяжении многих лет находился не в самом лучшем состоянии. Однако при поддержке президента Бадры Гунба удалось кардинально улучшить условия. Благодаря руководству страны было выделено более 11 миллионов рублей на проведение капитального ремонта в Гагрском лицее-интернате. Это 2 этажа в спальном корпусе. Были отремонтированы коридоры, все комнаты, приобретены кондиционеры, отремонтированы душевые и санузлы. Здесь обучается 90 детей. Они долго ждали этого ремонта.
Министерство просвещения, в свою очередь, позаботилось о полной меблировке обновленных помещений. На эти работы было выделено до 3 миллионов рублей. Учащиеся теперь располагают новыми кроватями, шкафами, тумбочками и постельными принадлежностями. Кроме того, здесь обновленная кухня, оснащенная всем необходимым. Столовая и актовый зал также были переоборудованы. В Гагарском лицее-интернате отсутствовала прачечная, поэтому во время учебы детям приходилось приезжать со своим постельным бельем и увозить его обратно. Чтобы решить проблему, были приобретены стиральные машины. Директор лицея-интерната Лиана Пиля выразила искреннюю благодарность руководству страны и Министерству просвещения за их неоценимую поддержку и помощь. Признательность директор выразила также главе поселка Эдгару Будба за его постоянную готовность помочь и активное участие в улучшении условий школы. Я очень рада, что мои учащиеся с сентября в новом учебном году будут учиться и жить в таких комфортных условиях. Летняя школа будет работать более 2 недель. Организаторы выражают глубокую благодарность за вклад в подготовку площадок, учебных помещений и гостеприимства, которые на высоком уровне обеспечили проведение такого масштабного проекта. Экологическая экспедиция школьников проходит по инициативе участников конкурса «Учитель года» при поддержке Министерства просвещения Абхазии, издательского дома «Учительская газета», Общероссийского профсоюза образования и Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.